В начале учебного года в Кыргызстане во время видеовстречи президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству первых 3 школ в стране. Они будут построены в Бишкеке, Баткене и Караколе. В своем выступлении президент Садыр Жапаров сообщил, что обучение в новых школах будет проводиться на русском языке. Президент России Владимир Путин в свою очередь заверил, что строящиеся школы будут соответствовать мировым стандартам. Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в онлайн-режиме дадим старт строительству 3 из 9 запланированных школ в городе Бишкек, Баткен и Каракол. Президент РФ также добавил, что преподавать в школах будут российские специалисты, а также кыргызские преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России. Путин заявил, что разноплановые образовательные проекты во многом стали возможны благодаря поддержке и личному участию Садыра Жапарова, который много делает для сохранения позиций русского языка в Кыргызстане. Он отметил, что это уникальное состояние говорит о том, что в Кыргызстане придают очень большое значение развитию отношений с Россией. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник. Также сообщается, что директоров новых школ будет назначать российская сторона после согласования с Министерством образования и науки Кыргызстана. Кыргызские гражданские активисты выразили обеспокоенность происходящим. Гражданский активист Айбек Тенисбаев считает, что эти российские нововведения будут распространяться и на остальные школы в Кыргызстане, которые могут стать для Кремля орудием пропаганды. По какой программе будут обучаться в школах после того, как их здесь построят? Властям Кыргызстана следует уточнить этот момент. Россия приняла новые стандарты. В учебники по истории включено вторжение в Украину. На страницах этих учебников Россия откровенно ведет пропаганду своих взглядов школьникам. А теперь представьте, что после строительства этих 9 школ тысячам школьников в Кыргызстане будут промывать мозги этими пропагандистскими учебниками, соответствующими стандартам России и Путина. Это нужно взять под контроль. Это большая угроза для Кыргызстана. Посмотрите на Кыргызско-Российский славянский университет, построенный Россией. Там обучение ведется на русском языке, студентам прививается определенная идеология, и есть вероятность того, что после окончания вуза выпускники будут служить не Кыргызстану, а России, говорит активист. Я помню, как Садыр Нургажевич во время нашей с ним встречи в феврале 2021 года сказал мне о необходимости строительства русских школ чуть ли не в каждом райцентре Киргизии. Напомним, что в феврале 2020 года Совет Федерации России одобрил строительство 5 школ в Таджикистане, а в 2021 году Министерство просвещения России выделило 75 миллионов на проект «Класс» по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане. Проект предусматривает открытие школ, где преподавание будет на русском языке и по российским стандартам. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдачи и эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений.